пятницу хабяка усогол дитта да бахапа кучи гызави кыжды тояж бацаш газ халугиан. Кайк эра хажул дит эра я хажу кое йти удит эра газ тои магтя хадуак ханды. Это обращение Марьям Магушкова выложила в соцсетях накануне. Женщина негодует. Вот уже почти месяц она и ее соседи из 17-го дома по улице Новой сидят без газа. Как говорят сами жильцы, работники газовой службы отключили их от газопровода без всяких объяснений. Марьям – многодетная мать, один из детей – инвалид детства. Женщина только недавно вернулась с мужем из Тюмени, где он перенес операцию на позвоночник, даже не догадываясь, какой сюрприз их ждет дома. Позавчера как холодно было. Вечером у меня уже ребенок 4 года заболел уже. Не постирать вещи, не искупаться. Каждый справляется со сложившейся проблемой как может. Кто-то из жильцов отправился к родственникам. Другие купили электрообогреватели и мультиварки, чтобы хоть как-то согреться и еду приготовить. А у кого такой возможности нет, больше времени проводят на балконе или во дворе, потому что даже на улице теплее. Мы в этом доме живем уже больше года. Правда, мы снимаем жилье. Но есть люди, которые не снимают, у них собственное жилье. Факт в том, что многие жители в этом доме, которые получили документы, есть, которые не получили. Наша хозяйка, например, получила. Если бы нам пришли и сказали, вот у вас такая задолженность, такая-то, да, сумма, например, мы оплатим эту сумму. Нас ни о чем не предупредили. Утром я как раз шла с магазина, увидела, что они перерезают трубу. Я подумала, может, на день-два всего лишь выключают. Но что так надолго выключат газ, вообще никто не думал. Местные администрации объясняют, газ отключили из-за отсутствия договоров у жильцов. Сами же сотрудники газовой службы комментировать ситуацию отказываются. К слову, чтобы пользоваться газом, у потребителей должно быть 2 договора. Один на поставку ресурса, второй на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. На момент отключения дома от газопровода необходимых документов ни у кого из жильцов не было. Для решения проблемы решено было образовать специальный штаб совместно с «Газпромом». Предоставив всю документацию на данных жильцов семей, где мы вызывали, и «Газпром» выходит поквартирно, делает договор ВДГО. Что означает договор ВДГО? Договор ВДГО – это проверка оборудования и систем газоснабжения на предмет утечки газа. После чего составляется договор поставки газа с каждым собственником квартир. После разъяснительных бесед некоторые жильцы, а это 27 квартир, договоры ВГДО все же заключили. Но на оставшиеся 58 квартир необходимая документация до сих пор отсутствует. Однако из-за нерадивых соседей страдать приходится всем жильцам. Люди ожидают, что кому-то какой-то части сделаны договора, и им вместе с общим домом подадут газ. Этого не будет. Вот на сегодняшний день 27 человек сделали договора поставки газа, и они сейчас заключат договора поставки газа. ВДГО сделали, проверку провели. Все остальные квартиры будут опломбированы. И если даже там человек проживает, без договорного отбора газа происходить не будет. Как говорится, закон суров, но это все же закон. Тем временем администрация города уже сегодня обещала подключить газ. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.